Каждый день ты принимаешь тысячи решений. По крайней мере, тебе так кажется. Но что, если большинство из них были приняты еще до того, как ты успел о них подумать? Сегодня мы заглянем туда, куда редко смотрит даже наука. Фоновые процессы человеческого разума. В прошлый раз мы говорили о том, что знания похожи на программный код. Каждый раз, когда ты читаешь книгу, смотришь лекцию или приобретаешь новый опыт, в память загружаются новые инструкции. Некоторые работают сразу, другие остаются ждать своего часа. Но существует другой тип программ. Ты никогда не нажимал кнопку «Установить», а они уже работают. Они появились задолго до того, как ты научился принимать осознанные решения. Они запускались снова и снова, пока мозг не решил, что так безопаснее. И теперь эти процессы не спрашивают разрешения. Они просто выполняются. Представь, что человеческий разум – это огромная операционная система. На экране ты видишь лишь небольшую часть происходящего. Мысли, которые сейчас проходят через сознание, похожи на открытые окна программы. Но под ними работают сотни процессов, скрытых от взгляда. Большинство пользователей никогда не открывают диспетчер задач собственного разума. Им кажется, что они принимают решения самостоятельно. Но очень часто решение уже принято за них. Просто они этого не замечают. Ты когда-нибудь ловил себя на мысли, что ответил человеку слишком резко? Уже через несколько секунд приходит понимание, можно было сказать иначе. Но реакция произошла раньше, чем успело включиться сознание. Или наоборот. Ты собирался сделать важный звонок. Хотел начать новый проект. Давно планировал изменить жизнь. Но вдруг появляется необъяснимое желание заняться чем угодно, только не этим. Проверить телефон. Прибраться на столе. Посмотреть еще одно видео или выпить чай. Завтра будет легче. И это «завтра» повторяется снова и снова. Кажется, будто кто-то незаметно нажимает кнопку отмены каждый раз, когда ты приближаешься к чему-то действительно важному. Возникает вопрос: кто именно нажимает эту кнопку? Большинство людей отвечает одинаково. Наверное, я ленивый. Наверное, у меня нет дисциплины. Наверное, такой характер. Но что, если это не так? Что, если проблема вовсе не в тебе? Что, если проблема вовсе не в тебе? Представь компьютер, на котором постоянно открывается одно и то же окно с ошибкой. Можно бесконечно закрывать его вручную или злиться. Можно даже ударить по клавиатуре. Но если где-то глубоко в системе существует процесс, который снова запускает эту ошибку, ничего не изменится. Каждый раз окно будет возвращаться. Точно так же работают внутренние убеждения. Они запускают реакции задолго до того, как ты начинаешь что-либо анализировать. Именно поэтому два человека могут попасть в одинаковую ситуацию, но прожить ее совершенно по-разному. Одного увольняют. Он думает, это возможность начать заново. Другой оказывается в той же ситуации. Но внутри автоматически запускается другая программа. Я недостаточно хорош. Внешние события одинаковые. Разница только в коде, который выполняется внутри. Большинство подобных программ устанавливается в первые годы жизни. Ребенок рождается без убеждений о собственной ценности. Он не знает, успешный он или нет. Красивый или некрасивый. Умный или глупый. Все эти определения появляются позже. Каждое слово взрослых становится строкой будущего кода. Каждая реакция окружающих записывается в память. Если ребенка постоянно поддерживают, мозг начинает строить карту мира, где ошибки – часть обучения. Если же каждую ошибку сопровождают стыдом или наказанием, формируется совсем другая система. Любая новая попытка начинает восприниматься как потенциальная опасность. И вот проходит 20 лет. Человек уже давно взрослый. Но маленькая программа продолжает работать. Каждый раз перед важным шагом она тихо сообщает: лучше не рисковать. Она не пытается навредить. Наоборот. Она думает, что спасает тебя. Именно в этом скрывается главная особенность мозга. Он не стремится сделать человека счастливым.
Он стремится сохранить его живым. Для мозга неизвестность почти всегда означает риск. Поэтому любая привычная модель поведения кажется безопаснее новой, даже если старая давно приносит только разочарование. Представь древнего человека. Тысячи лет назад осторожность действительно спасала жизнь. Шорох в кустах мог оказаться хищником. Лучше убежать без причины, чем однажды не успеть. Эта система отлично работала в мире дикой природы. Но мозг почти не изменился. Сегодня вместо тигра появляется собеседование. Новый бизнес. Публичное выступление. Первое свидание. Смена профессии. Неизвестность. Для древней части мозга разницы почти нет. Он все так же включает сигнал тревоги. Сердце начинает биться быстрее. Ладони становятся влажными. Появляется желание отказаться. Отложить. Вернуться туда, где все знакомо. Ты воспринимаешь это как собственное решение. Хотя на самом деле это всего лишь автоматически запущенный защитный протокол. Самое удивительное начинается именно здесь. Потому что большинство людей никогда не задается вопросом: кто сейчас говорит внутри меня? Они принимают каждый внутренний голос за истину. Но мысли далеко не всегда являются фактами. Очень часто они являются всего лишь сообщениями старых программ. И пока ты не научишься отличать одно от другого, система будет продолжать выполнять давно устаревший код. Каждый день, час и минуту. Даже тогда, когда ты уверен, что принимаешь решение самостоятельно. Именно поэтому первый шаг к изменениям выглядит намного проще, чем принято думать. Не нужно ломать систему. Не нужно воевать с собой. Сначала необходимо увидеть, что вообще работает в фоне. Потому что невозможно изменить программу, существование которой ты даже не замечаешь. А дальше начинается самое интересное. Можно ли открыть этот внутренний диспетчер задач? Можно ли увидеть процессы, которые годами управляли жизнью без твоего ведома? Можно. Но для этого придется научиться замечать один почти невидимый момент. Всего 1 секунду. Секунду до того, как автопилот снова возьмет управление. И именно в этой секунде скрывается возможность переписать собственный код. Представь, что внутри твоего разума существует огромный архив. В нем хранятся миллионы записей. Одни – это воспоминания. Другие – навыки. Третье – правила, по которым мозг решает, как реагировать на окружающий мир. Каждый раз, когда происходит событие, мозгу нужно принять решение. Что делать? Опасно это или нет? Стоит ли тратить энергию? Можно ли действовать автоматически? Если бы каждый шаг требовал долгих размышлений, человек быстро истощился бы. Представь, что каждое утро тебе приходилось заново учиться ходить. Или каждый раз думать, как завязать шнурки, открыть дверь, налить воду в стакан. Жизнь превратилась бы в бесконечную цепочку сложных вычислений. Поэтому мозг постоянно ищет способы сократить расходы энергии. Он любит повторение. Повтор означает предсказуемость. А предсказуемость означает безопасность. Именно поэтому любое действие, которое повторяется снова и снова, постепенно превращается в автоматическую программу. Сначала ты выполняешь ее сознательно. Потом, почти не замечая. А затем она начинает работать без участия сознания. Именно так появляются привычки. Но привычки – это не только действия. Это еще и способы думать. Способы чувствовать. Способы оценивать себя. Представь ребенка, который несколько раз услышал одну и ту же фразу. У тебя все равно ничего не получится. В первый раз это просто слово. Во второй – неприятное воспоминание. В 10-й – предположение. В 100-й – правило. Через годы мозг уже не проверяет, правда это или нет. Он просто запускает готовый сценарий. Перед новым проектом появляется мысль «не начинай». Все равно не получится. И кажется, будто это объективная оценка реальности. Хотя на самом деле это всего лишь старый файл, который открывается автоматически. Самое интересное в том, что мозг почти никогда не сообщает, откуда появилась эта мысль.
Он не выводит сообщение. Источник. Комментарий учителя 20 лет назад. Или источник. Случайная неудача в подростковом возрасте. Нет. Он показывает мысль так, словно она возникла прямо сейчас. Поэтому человеку кажется, что он видит мир таким, какой он есть. Но чаще он видит мир через фильтр своих старых программ. Этот фильтр похож на очки. Если стекло окрашено в серый цвет, все вокруг кажется более мрачным. Но проблема в том, что человек настолько привык к этим очкам, что перестает замечать их существование. Он считает серый цвет нормой. Так работают убеждения. Они не спорят, не кричат, не требуют внимания. Они просто незаметно меняют картину мира. Именно поэтому два человека могут услышать одну и ту же фразу и понять ее совершенно по-разному. Начальник говорит: нужно немного доработать проект. Один человек слышит: есть возможность сделать лучше. Другой автоматически переводит это как: я все испортил. Слова одинаковые. Реальность одинаковая. Но внутренний переводчик работает по-разному. Теперь представь, сколько подобных переводов происходит каждый день. Десятки, сотни. Ты даже не успеваешь их осознать. Именно поэтому многие люди уверены, что живут в объективной реальности. Хотя на самом деле они взаимодействуют с собственной интерпретацией этой реальности. Мозг не показывает мир напрямую. Он показывает свою лучшую догадку о мире. И эта догадка основана на прошлом опыте. Но прошлое не всегда подходит для настоящего. Если однажды тебя предали, мозг может начать видеть угрозу даже там, где ее нет. Если когда-то тебя высмеяли за ошибку, любое новое выступление может ощущаться как смертельная опасность. Если однажды ты потерпел неудачу, мозг способен сделать слишком широкий вывод. Неудача произошла один раз, значит, так будет всегда. Так рождаются ограничения, которые кажутся естественными, хотя они всего лишь следствие нескольких старых событий. Самое удивительное заключается в другом. Большинство автоматических программ создавались не для того, чтобы мешать тебе. Они появились как защита. Каждая из них когда-то помогла пережить сложную ситуацию. Ребенок научился молчать, чтобы избежать конфликта. Подросток перестал проявлять инициативу, чтобы не услышать насмешки. Взрослый начал откладывать сложные дела, чтобы временно снизить тревогу. В момент появления эти решения действительно приносили облегчение. Но прошло много лет. Ситуация изменилась, а программа осталась прежней. Представь пожарную сигнализацию, которая срабатывает не только при настоящем пожаре, но и каждый раз, когда кто-то включает чайник. Она не сломалась. Она просто слишком чувствительная. Также работают многие эмоциональные реакции. Проблема не в том, что сигнализация существует. Проблема в том, что ее настройки давно перестали соответствовать реальности. Именно поэтому борьба с собой редко приносит результат. Представь, что ты кричишь на пожарную сигнализацию. Замолчи. Станет ли она работать лучше? Конечно, нет. Точно так же бесполезно постоянно повторять себе: не бойся-то, не ленись-то, перестань переживать-то. Автоматические программы не понимают приказов. Они реагируют только на опыт. Им нужны новые доказательства того, что мир изменился. И здесь появляется очень важная мысль. Любая привычка состоит из трех элементов. Первый – сигнал. Что-то запускает процесс. Это может быть место, человек, время суток, эмоция, даже определенная мысль. Второй элемент – автоматическая реакция. Именно она происходит без участия сознания. Третий элемент – результат. Даже если он кажется отрицательным, мозг все равно получает небольшое облегчение. Именно это облегчение закрепляет программу. Получается замкнутый цикл. Сигнал, реакция, временное облегчение. И снова по кругу. Разорвать этот круг силой почти невозможно. Но можно сделать иначе. Можно вмешаться в самый короткий и почти незаметный момент между сигналом и привычной реакцией.
Эта пауза длится меньше секунды. Большинство людей ее никогда не замечает. Но именно она определяет, кто управляет системой, старый код или ты сам. Итак, мы подошли к самому важному вопросу. Если автоматические программы действительно существуют, можно ли поймать их в тот момент, когда они начинают работать? Можно. Но сначала нужно понять одну особенность человеческого восприятия. Представь кинопленку. Когда фильм идет на большой скорости, ты видишь непрерывное движение. На самом деле фильм состоит из отдельных кадров. Точно так же работает и наше сознание. Нам кажется, что события, эмоция и реакция происходят одновременно. Кто-то сказал неприятную фразу. Ты разозлился. Ответил. И все произошло будто в одну секунду. Но если замедлить этот процесс, окажется, что между событием и действием существует крошечный промежуток. Настолько короткий, что большинство людей никогда его не замечает. Именно в этот момент старый сценарий получает управление. Представь автоматическую дверь. Она открывается не потому, что кто-то принимает решение. Она реагирует на датчик движения. Не человек открывает дверь. Это делает система. Наш мозг устроен очень похоже. Он постоянно ищет знакомые сигналы. Стоит появиться одному из них, и нужная программа запускается автоматически. Например, телефон издает звук уведомления. Ты еще не решил взять его в руки, но пальцы уже тянутся к экрану. Или вечером становится немного скучно. Через секунду ты уже открываешь социальные сети. Не потому, что принял решение, а потому, что система узнала знакомый сигнал. Это кажется мелочью. Но именно из таких мелочей складываются дни. А из дней складываются годы. Самое интересное, что многие триггеры вообще не связаны с внешним миром. Их запускают внутренние состояния. Усталость, одиночество, неуверенность, раздражение. Даже обычная скука способна стать сигналом для давно знакомой программы. Мозг говорит: «Я уже знаю, как снять это ощущение», и мгновенно предлагает привычный способ. Не обязательно лучший, не обязательно полезный, просто самый знакомый. Именно поэтому человек может снова и снова повторять действия, которые ему самому не нравятся. Он не выбирает их каждый раз заново. Он запускает уже существующий алгоритм. Теперь представь диспетчера на огромной железнодорожной станции. Каждый поезд идет по заранее проложенным рельсам. Если ничего не менять, состав всегда окажется в одном и том же месте. Но достаточно перевести стрелку всего на несколько сантиметров, и поезд отправится уже по совершенно другому маршруту. Триггер работает как момент перед этой стрелкой. Именно здесь еще возможно изменить направление. Не позже, не после вспышки эмоции, а до нее. Но возникает следующий вопрос. Как заметить то, что происходит быстрее мысли? Ответ удивительно прост. Не пытаться искать реакцию. Ищи момент ее рождения. Большинство людей обращают внимание только на сильные эмоции. Когда уже разозлился и даже испугался. Когда уже начал откладывать важное дело. Но система запускается намного раньше. Она оставляет небольшие подсказки. Напряжение в плечах, сжатые челюсти, ускорившееся дыхание, ком в животе, желание срочно посмотреть телефон, мысль «потом». Именно эти сигналы говорят о том, что программа уже проснулась. Тело почти всегда замечает ее раньше сознания. Именно поэтому полезно иногда задавать себе один вопрос. Что сейчас происходит со мной? Не почему, а именно что? Что я чувствую? Что происходит с дыханием? Где в теле появилось напряжение? Какая мысль возникла первой? Этот вопрос не решает проблему. Но он включает наблюдателя. А наблюдатель – это противоположность автопилоту. Пока ты наблюдаешь, старая программа уже не может полностью захватить управление. Она все еще работает. Но теперь ее видно. Представь темную комнату. Пока света нет, кажется, что в углу скрывается нечто опасное.
Но стоит включить лампу, и оказывается, что это всего лишь стул. С привычками происходит нечто похожее. Пока они скрыты, они кажутся частью личности. Но когда начинаешь их замечать, становится ясно. Это всего лишь повторяющийся алгоритм. Он не равен тебе. Он лишь долго выполнялся без проверки. Теперь самое главное. Большинство людей, обнаружив старую программу, сразу пытаются ее уничтожить. Они объявляют войну собственным привычкам. Говорят себе: с завтрашнего дня все будет иначе. Я больше никогда не сорвусь. Теперь только дисциплина. Проблема в том, что мозг воспринимает резкие изменения как угрозу. Для него любая привычка – это известная территория, даже если она приносит страдания. Поэтому слишком жесткая борьба часто вызывает обратный эффект. Чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Представь реку. Можно попытаться остановить течение руками. Сколько получится удерживать воду? Несколько секунд. Потом поток все равно прорвется. Но можно сделать иначе. Можно постепенно изменить русло. Вода сама начнет течь в новом направлении. Без борьбы. Без насилия. Именно поэтому современные исследования привычек все чаще говорят не о разрушении старых моделей, а об их замещении. Мозгу гораздо проще освоить новый маршрут, чем оставить пустоту. Если убрать привычную реакцию и ничего не предложить взамен, система начинает искать старый путь. Она чувствует, что цикл не завершен. Поэтому задача состоит не в том, чтобы запретить старый сценарий. Задача – дать мозгу новый. Именно здесь появляется техника, которую можно назвать триггер-замена. Сигнал остается тем же, но следующий шаг меняется. Телефон издал звук. Вместо мгновенного открытия приложения – один спокойный вдох. Появилось желание все отложить. Вместо полного отказа – открыть документ всего на 2 минуты. Возникла злость. Вместо крика – сделать 3 медленных вдоха и только потом ответить. Сначала это кажется слишком простым, даже бессмысленным. Но мозг учится именно через повторение маленьких изменений. Не через грандиозные обещания, а через десятки почти незаметных побед. Каждый раз, когда ты изменяешь всего один следующий шаг, система получает новую информацию. Она начинает понимать, есть еще один способ реагировать. И именно так начинается настоящее обновление внутреннего кода. Не за один день, не за одну неделю, а постепенно, реакция за реакцией, пока новый маршрут не станет таким же привычным, каким когда-то был старый. Но остается последний вопрос. Почему одни люди действительно переписывают свои внутренние программы, а другие снова возвращаются к прежним сценариям? Ответ скрывается не в силе воли, а в том, как мозг закрепляет изменения. И именно об этом мы поговорим в заключительной части. Теперь мы знаем, что скрытые программы существуют. Мы знаем, что они запускаются автоматически. Мы знаем, что их можно заметить. Но остается последний вопрос. Почему одни люди действительно меняются, а другие спустя несколько дней снова возвращаются к прежним привычкам? Ответ снова скрывается в устройстве мозга. Представь густой лес. Через него проходит старая тропинка. По ней ходили тысячи раз. Каждый шаг делал ее шире. Земля становилась плотнее. Трава исчезала. Теперь пройти по этой дороге проще всего. Рядом есть еще одна тропа. Она почти незаметна. Ее только начали прокладывать. Каждый шаг дается тяжелее. Приходится раздвигать ветки, наступать на высокую траву. Иногда кажется, что проще снова свернуть на старую дорогу. Именно так выглядят новые привычки внутри мозга. Старые нейронные связи похожи на широкую автомагистраль. Новые – на едва заметную лесную дорожку. Именно поэтому первое время любое изменение требует усилий. Не потому, что ты слабый, а потому, что новая дорога еще не стала основной. Каждый повтор делает ее немного шире. Каждое осознанное действие укрепляет новые связи. Каждый раз, когда ты выбираешь новую реакцию вместо старой, мозг получает сигнал:
этот маршрут тоже работает. И постепенно начинает использовать его все чаще. Но здесь большинство людей совершают одну и ту же ошибку. Они ждут идеального результата. Сегодня сделал все правильно. Завтра психанул и не вышло. И сразу появляется мысль. Ничего не получилось. Однако мозг обучается совсем иначе. Для него важна не безупречность. Для него важна частота повторений. Представь ребенка, который учится ходить. Он падает. Снова встает. Снова падает. Никто не говорит ему: раз не получилось с 20-го раза, ходьба не для тебя. Падения являются частью обучения. Но взрослые почему-то требуют от себя невозможного. Один срыв кажется им доказательством собственной неспособности измениться. Хотя на самом деле это обычный этап настройки системы. Любое обучение выглядит немного хаотично. Компьютер тоже не устанавливает большое обновление за 1 секунду. Сначала загружаются новые файлы. Потом проверяется совместимость. Что-то заменяется. Что-то удаляется. Иногда устройство даже перезагружается несколько раз. И только после этого новая версия начинает работать стабильно. С человеком происходит почти то же самое. Когда ты меняешь привычки, меняется не только поведение. Постепенно меняется восприятие. Меняется скорость реакции. Меняется внутренний диалог. Меняются ожидания. И однажды происходит момент, который трудно заметить. Ты просто реагируешь иначе. Без борьбы. Без напряжения. Без усилий. То, что раньше требовало огромной силы воли, становится естественным. Именно тогда можно сказать, что программа действительно обновилась. Интересно другое. Большинство людей называют этот момент изменением характера. На самом деле характер здесь ни при чем. Изменился не ты. Изменился алгоритм, который запускался внутри тебя. Мы очень любим говорить: «Такой уж я человек». Но если внимательно посмотреть на собственную жизнь, окажется, что огромное количество наших поступков совершается автоматически. Мы просыпаемся по привычке. Чистим зубы по привычке. Произносим одни и те же слова. Выбираем одинаковые маршруты. Покупаем похожие продукты. Даже думаем зачастую одними и теми же мыслями. Исследования показывают, что значительная часть нашего повседневного поведения повторяется изо дня в день. Это не означает, что человек – машина. Но это означает, что автоматических процессов в нас гораздо больше, чем кажется. Именно поэтому изменение одной небольшой привычки способно со временем изменить всю систему. Представь огромный корабль. Если повернуть штурвал всего на несколько градусов, первые минуты почти ничего не изменится. Берег останется тем же. Горизонт останется тем же. Но через несколько часов корабль окажется уже совсем в другом месте. Наш мозг работает похожим образом. Маленькие изменения почти незаметны сегодня, но становятся огромной разницей спустя месяцы. Именно поэтому не стоит недооценивать один спокойный вдох вместо вспышки гнева. Одну страницу книги вместо бесконечной ленты новостей. 2 минуты работы вместо очередного откладывания. Одно новое решение сегодня способно изменить 1000 решений завтра. Потому что каждое повторение становится частью новой системы. Есть еще одна мысль, о которой редко говорят. Ты не обязан верить каждой мысли, которая появляется в голове. Мы привыкли считать внутренний голос абсолютной истиной. Но иногда это всего лишь эхо старых обстоятельств. Фраза, услышанная много лет назад. Неудачный опыт. Случайное совпадение. Чужой страх. Чужое мнение. Их можно уважать как часть прошлого. Но не обязательно делать их инструкцией для будущего. Самое ценное, что есть у человека, это способность замечать собственные автоматические реакции. Потому что именно в этот момент появляется свобода. Не абсолютная, но и не бесконечная. Но достаточная для того, чтобы сделать следующий шаг иначе. Каждый такой шаг – это маленькое обновление системы. Каждый осознанный выбор – новая строка кода. Каждый повтор – новая нейронная связь.
И однажды ты понимаешь, что жизнь не изменилась не благодаря одному великому решению. Она изменилась благодаря сотням почти незаметных решений, принятых в те самые секунды, когда старый сценарий снова пытался взять управление. Возможно, прямо сейчас внутри тебя уже работает программа, которую ты никогда не выбирал. Она может говорить, что поздно начинать, что ты недостаточно хорош, что риск слишком велик, что лучше ничего не менять. Но теперь ты знаешь одну важную вещь. Это не приговор. Это всего лишь процесс, который выполняется в фоне. А любой процесс можно остановить. Любой код можно обновить. Любую систему можно перенастроить. Не мгновенно, не без усилий, но шаг за шагом. Именно так меняется человек. Не потому, что становится кем-то другим, а потому, что начинает сознательно выбирать, какие программы достойны остаться в его разуме, и какие давно пора отправить в архив. Остается лишь один вопрос. Если бы ты прямо сейчас смог открыть диспетчер задач собственного сознания, какой процесс оказался бы первым в списке? Подумай об этом. Потому что именно с ответа на этот вопрос начинается настоящее изменение. А в следующем выпуске мы заглянем еще глубже. Мы поговорим о внутреннем голосе. Кто на самом деле говорит у тебя в голове? Почему иногда кажется, что внутри нас спорят сразу несколько личностей? И можно ли научиться отличать собственные мысли от старых программ, которые лишь используют твой голос? Сигнал уже обнаружен. Остается только расшифровать его. До встречи в следующем выпуске. Это был канал «Мертвый сигнал». Мы исследуем не только холодную пустоту космоса, но и самые загадочные уголки человеческого разума. Потому что иногда самая необъяснимая аномалия находится не за миллионы световых лет. Она запускается прямо сейчас, внутри нас.